В классах непривычно оживленно. Уроки в зимней школе проходят в формате открытых занятий. Для детей это возможность получить новые знания, а для педагогов освоить современные методики обучения. А суккума до полю 47. 47. Отлично. Таким образом... Вообще классное свойство у белка взбиваться в пены. Мы ж любим всякие пироженки, да? 43 все. Уральская учительница 143. Прям есть можно? Конечно, это все для вас. Зимняя школа «Учитель года» приезжает в Абхазию уже третий год подряд. Ее участники – лучшие преподаватели Российской Федерации, призеры Всероссийского конкурса «Учитель года». Программа школы в этом году включает 3 предмета – биологию, химию и географию. Российские специалисты проводят занятия в новом формате, ориентированном на практическое применение знаний. Мы приводим сюда команды учителей, которые в разные годы были победителями, призерами Всероссийского конкурса «Учитель года». То есть, в общем, это лучшие учителя Российской Федерации, отобранные в рамках этого конкурса. Они представляют разные предметные направления, и каждый раз мы охватываем какой-то набор школьных дисциплин. Например, вот в этот раз в рамках 7-й школы мы показываем направление работы биология, химия и география. Поэтому здесь несколько педагогов представляют каждую из этих 3 предметных областей. Они будут проводить и уже сейчас проводят демонстрационные уроки с сухумскими школьниками. И в то же время это такие мастер-классы в формате демонстрационных уроков для педагогов республики, для того, чтобы показать какие-то свои собственные авторские приемы работы, показать, как сейчас реализуется программное обучение в Российской Федерации по этим направлениям. В этом году в зимней школе принимает участие около 100 учителей со всех районов республики. Виолетта Мамулян преподает географию в Сухумской частной школе Алашара. Педагог отмечает, что подобные проекты очень важны для преподавателя, так как помогают перенимать современные успешные методики и адаптировать их к местным реалиям. Мы работаем по системе, которая выработана уже десятилетиями, так как мы являемся молодое поколение, и нас обучают наши старшие. Обмен опыта, именно который передается нам от старшего поколения, он огромный, и мы всегда стараемся ориентироваться именно на них. Но когда приезжают педагоги с другой страны, это всегда что-то новое. А на сегодняшний день мы живем в такое время, когда дети, чтобы их заинтересовать, нужно приложить очень много сил, стараний, так как они уже не получают удовольствия от обычных традиционных уроков. И поэтому, когда мы что-то новое узнаем, это всегда очень интересно не только педагогам, но и нашим ученикам, которые в дальнейшем получают эти знания. На занятиях важна не только теория, но и интерактивные методы. Сегодня учителя стараются сделать процесс обучения интересным и динамичным. Очень часто педагоги вот в зимней школе и в летней, они оставляют нам какие-то фишки, какие-то программы, которые мы используем потом на интерактивной доске. Также рабочие листы. Очень важная такая вот система, я считаю, это рабочие листы, которые применяют на сегодняшний день, мне кажется, любой молодой педагог, потому что это всегда что-то новое на уроке, это такая разрядка. Это лист А4, где задания с картинками в виде тестов, таблиц или какой-то графики, где дети заполняют. То есть у них есть уже основа, скелет, а они уже дописывают. Это вот так интересно, потому что это не книга, это не тетрадь, это что-то новое им дали. А если это еще в цветной, то есть распечатываем в цветном таком формате, то это, конечно же, очень актуально. Зимняя школа продлится 3 дня с 17 по 19 февраля. Участники уверены, что полученные знания и методики помогут сделать процесс обучения более увлекательным и эффективным. Заур Кварча, Торник Амичба, Абаза ТВ.